Много было моментов. Даже иногда, бывало, меня обижали. Так я приду, окно отчиню, вот, поставлю цимбалы поближе к окну на столе и поиграю, и так сам себе и думаю. Мне хоть у кармана ни гроша, но зато поет душа. Я тогда забываю на это все, и мне настроение поднимается, так это. Цимбалы, и они, что человек. Вот он мне приятный голос, такой он ощутимый, чего, что аж за душу берет. Отзываются, я, можете представить, тихо в хате, так это, чуть повысил голос. Все струны. Что-то таится живое, что-то вот сюда вот. Вот они все время меня здесь стоять, во. Я вам могу показать вот даже вот примером. Як они хорошо звучать. Эй, Маша! Где-то еще в школу я не ходил. Где-то годов, наверное, 6 было, может быть, мне. Да, в школу я не ходил еще. Ну, який я был там. Сидел на печи за комина, глядел там. Вот любой музыки не было мне. Вот цимбалы, вот это мне с маленства так они вельми нравились. Ну, неколи як играли, так я николи. Ты два браты так заснуть под музыку спали. А я до конца не заснул, что я слухаю. И помню, у матери пытался: мама, а як того, что играють? Який танец? Она как карковяк. А вот это який? Так батька уже настроить их, поставить их на место. Ну, они николи лежали ж высоко, куды ж мне? Ну, я сколько раз все ходил, кругом глядел, все боялся же матери. Тогда поглядел, попробовал тяжкие, не сыму. Придумал, лежали подушки. Я подушку одну на одну, 4 подушки положил. Думаю, вот теперь то уже вы, не может быть, не побьются. И толканул их, они с этой полочки скинулись. Скинулись, ну я тут давай над ними уже утешаться. Як мог, то попробовал, то, но крепко ж не бил, боялся, хотя бы ни одна, нигде струна не отошла, бо батька ж будет свариться. Понравилось мне. Вот оно само по себе, все оно и шло ко мне, оно и шло. Без конца я любил цимбал. Ну, а кружки мне колись попали к покойному батьку. Некие ж бились, так давай я придумать. Любое дерево мягкое, думаю, давай сделаю я с дуба. Расколол на 4 части, печи попарил, выстругал. Тогда я на любую палочку могу загнуть. И тогда взял и нитками и привязал. Я гляжу, вот теперь на казенных цимбалах, как красиво играют. А крючки такие легкие и такие, не знаю, не то ж вербы. Вот взять с липы, сделать крючок, он мягкий, он бьет по струнах мягко. А с дуба взять, струна жесткая и дуб жесткий. И получается такой красивый звук.
руки-то у меня что колодки. Тяжелые руки, уже старик, что-то 64 года человеку, знаете, все-таки я же не гулял, а работал, по крайней мере, работал. Все время на тракторах, да притом на гусеничном тракторе, это отработать 40 лет на гусеничном, это так, что мне счастье, что и слышу, и, ну, еще глаза, как сказать, что, не сказать, как у волка, что занадто светят, но, однако же, не отказываюсь, что ж вижу, что стежку вижу, работу роблю, я, вот. Так тяжеловато, что вы, тяжеловато. А у меня Петруша был, один, в 2 класс в школу пошел. Я же не знал, что там будет музыканта. Зайшов к соседу, ще у його такий був друг, одногодки были. У соседа гармоника не было. Пошли к соседовому брату, у него был гармоник. Подманули тетку, это уже женщину, и вдвох на печь. Один тягая за бяка, а другие на клавиши. И тут я их и засек на этой печи, что. Ты ж вещи, они не глядят по печи, знаете, по кирпичам, играют вдвох. Ну, тогда я уже думаю, ну, да, я поинтересуюсь, только по соседах ходила дитя. Купил ему гармошечку, Беларусь, это вот на. И он сам от себе начал играть, первый танец его был, я начал петь песню «Ты ж моя перепелочка». Вот он с перепелочки и начал. Тоді лявоніху. Ще я з цимбалами його не вчу, потому що, ежели станеш за собою учить, так і буде він вучений. Каб хто поіграв, тоді він ззаду буде помагати. Надо, щоб він сам один соображав, сам себе, каб він соображав. И вот я его почти чуть не до польки не допускал, как это вот. Ага. А потом начал, говорю, вот так вот найди этот голос. И так вот цимбалы крану, кажу, во. Нашел, а эти, а вот эти. Ага, значит, ты уже, слух у тебя ё. Вот тогда я уже стал пробовать. Первый я играю, кажу, ну-ка попробуй, подыгрывай за мною. И вот, значит, я ему одну куплю, вторую, третью. Ну что, гармонь есть гармонь. Что-то не идет под мои цимбалы. Ну никак, я и так наведу, я и так. Я куплял немецкий строй, раньше были немецкие строи, не идет. Ну вот потом мне один дядька посоветовал, что, говорит, вот там и там, это в Осиповицком районе, есть деревня Погорелая такая. У одного старика есть гармонь, самодельная. Ну, вроде, говорит, не знаю, так, взял в руки, вроде как скрипочное строй, самодельное, это значит, ну, называется, это, ну, как обычно, грамматика или хромка называют, 25 на 25. И все-таки на 4-м разе я, в то время, это когда у нас еще деньги же-то ценились хорошо, 300 рублей. Это 300 рублей корова в то время. Да, корова, это законно. Вот чалушку сдал стельную и купляй гармоник. Я не посчитался ни с чем. Надо, значит, надо. Вот это вот гармонь, вот взять его, самодельная. Ну, однако ж давние люди как-то было... Вот, например, взять, так, вот я и выбирал, и я так и называю, на свое мнение. У них есть гремучие басы. Что такое гремучий бас? Ну-ка, Петрок, крани вот это самый вот. Второй еще, по 2 возьми. О, вот он, во. О, швейчик, вот, а то уже вторинка, ну то подголосник уже, а это уже точно, уже заключительный, тут уже ему не поправишь, уже тут сделано, так сделано уже. Ну и при том корпус, вот взять корпус, почему я говорю, баян вот тупой. Не надо вкладывать целлулоидом, надо, чтобы дерево дыхало, как бы ночевать было. Это обложат на палец целлулоиду, красивый круглый корпус, там железо. Железо же нельзя, надо, тут не нравится, это вот решетки разные, это красивые, металлические, еще нержавеющие, там это вот, вышел. Да это блестит, он блестит, чем он блестит, что красивый. А может спортить музыканта ни за что. Скажут, ты молодец, ты специалист, но нет тебе энергии, может быть, он отдал все энергии, нет звука, нету настроения, нету, что-то у тебя получается тупо, дай ты хоть что-нибудь. Вот это есть очень большая разница. Давай сыграем разом.
Эх, говорит, гармонь моя гармонь, не спалил тебе огонь, не взяла б тебе вода, як мне на рученьки беда. Вот этот марш мы играли заўсёды на вяселлі. Заиграли мы марш, и сейчас же сходит с воза молодая. Уже ей поставлена держа, кожухом послана. Вот она идет и сама себе думает, что я не Татьяна, я не Маруся, я не гуляла, я и не боюсь. Я не Татьяна, я не Маруся, я не гуляла, я и не боюсь. Ну вот таки садять молодую, молодая уже идет у ворота, а тут уже от сватов, от молодого, значит, уже по-другому думают, что ой, выйди, мамка, выйди, погляди, кого тебе на двор привезли, чи овечку, чи ягня, а мой кусок гультая. По закону он должен быть ведущий, он гармонист, поскольку он мой сын. Как говорят, что одной крови, ну это... И он играет с маленства. Я уже знаю его навыки, он знает мои навыки какие. И у нас, значит, получается так. Ежели он, например, договорились там играть, ну, любой танец. Ежели на один голос он первый начал, значит, я готов. Если я ударил нас тоже, значит, по струне, он с голосом готов. У нас, я могу сказать, что таких это действительно, чтобы самый настоящий ведущий у нас нет. Вот, например, как давней в старину, вот, ну, до революции люди жили единоличниками, знаете, они молотили на таках снопы, цапами, значит. Вот, деревянные цапы. Одному тяжело, значит, они вдвоех или троех собираются, это вот. Это тая самая музыка. Ежели чуть не ударил не так, значит, все, не пойдет дело. Надо по порядку ждать своего такта. Это называется такт. Первый ударяю, второй за им, а третий следующий. Ну, я ударил, я жду, второй бьет, третий, потом моя очередь. А если мы не договоримся там, ну, или же непривычны, все, у нас дело не пойдет. По наших селах, так польки там, каркадяки, там, сустефы, ну, а самое лепшее у нас это было, это кадриль, это считалось занадто такой бжечный танец, культурный, большинство между нами мужиками, а это уже считалось как шляхта, отделялись, отдельные они, значит, такие танцоры, богатей за нас, за мужиков надеты были. Ну и более такие нежные, значит, он такие вот, более признавали его очень деликатный танец. Вот. Ну и нам всем эта кадриль вельми нравилась.
Музыканты играют, и он стоит, вот, приготовившись партнершей, стоит, вот. Ритма ждет он. Надо тут самому иметь энергию и подобрать так, чтобы ты у несколько раз быстрее, ну, чтобы шел в такт, потому что протяжного смычком он потягнул, значит, это вот, а ты меняются, значит, колено польки на второе колено. Вот он снова смычком потягнет, я пролет, да, а он должен танцевать. Это анима, что он должен знать. А кто не умеет, а кто и вообще не идет танцевать. А в данное же время те, кто умеет, те не умеющие. Вот. Ну и с гармошкой надо играть очень отрывисто. Уже тянуть тут не надо. А со скрипкой надо протяжно и красиво. У нас только вот две женщины было. Так одна умерла, одна еще есть. Вот это только они танцевали под скрипочный строй. Только выйдут, как веретеночки вдвох. Им 2 стакана воды постав на головы, не разольются, но танцуют, ноги работают. Вот и да. Вот это действительно танцор называется. Я веду свою мелодию. И мне веселей, когда танцуют, так мне ж самого вот, значит, я чувствую, я все так это вот как веселей им, чтобы они действительно слыхать было. Да бывают такие случаи, что веселей, ноги не слыхать, надо, чтобы притопнул, по крайней мере, да покрутился. Вот. Это уже наша работа была, скажешь. Веселей ноги не слыхать, это, мол, тяжело мне играть, что ж вы ходите как сонные. Танцевать, надо же веселиться. И так, только приходим в вечеринку, значит, первая полька погреться, вот, а и заключительная, до упаду, кто як може уже там. Были такие случаи, что и в лаптях, а булки не было. А клуба уже не было, так мы у кого-нибудь хату наймали, если вечеринки. Так хорошо в лаптях, хоть лапти подерутся, зато пол целый. А кто-нибудь придет побогаче, да в сапогах. Да як даже гвоздей, як наб'є, так это полы подела, это ж волосатые, настолько вопов сдирает, это там еще. Ну, ничего не зробишь.